Стартануть я бы хотела с нашей панельной дискуссии на тему «Экономика идей. Как креатив превращает бизнес в событие». Мне кажется, это очень важная тема, потому что последние годы мы замечаем, даже не годы, а уже, наверное, пятилетка, мы замечаем, что мы живем в эпоху, когда развивается экономика впечатлений, экономика креатива, и очень часто меняются креативные идеи, очень часто меняются какие-то идеи, из которых рождается бизнес и профит. И именно об этом я бы хотела сегодня поговорить с нашими гостями, в частности, Кемалбей Якубов, предприниматель, участник разного рода проектов, которые реализуются в Кезлеве, и я с удовольствием приглашаю вас на эту сцену. Buyurunuz. Профессионал своего дела. В прошлом году эта гостья, эта участница бизнес-форума поразила своим профессионализмом людей, которые далеки от ресторанного бизнеса, но были впечатлены подготовкой и уверенностью, с которой человек говорил о своем деле. Айше Ханум Шейхмамбетова, управляющая этнорестораном «Джеваль». Buyurunuz. Ленурбей Исмаилов, руководитель строительной компании «Новый лист». Для нас, может быть, для вас тоже новое лицо, но уже человек, который, ну, скажем так, заметен в наших социальных сетях и, более того, мне кажется, прогрессивен в том направлении, в котором он двигается. Поэтому Buyurunuz, Ленурбей. Айдербей Хайбулаев, основатель сети мясных бутиков «Алем». Не первый раз участвует в наших дискуссионных панелях. Очень часто мы встречаемся в других проектах. Buyurunuz, Айдербей. Человек прогрессивный, человек, который на острие бизнеса и уже давно следит за всеми трендами и технологиями. Поэтому мы сегодня будем с вами обсуждать все эти... Да, будем обсуждать... эту тему, и вот с чего бы я хотела начать. Сегодня бизнес оказался в такой очень достаточно странной точке, как мне кажется. С одной стороны, никогда не было так много качественных продуктов, а с другой стороны, никогда они не обесценивались так быстро. Да, то есть сегодня вроде бы что-то замелькало, что-то стало популярным, и срок жизни этих продуктов достаточно короткий. И вот в этой экономике, где конкурируют не товары, а конкурируют эмоции, конкурируют впечатления, нужно каким-то образом выдержать этот баланс. Баланс, который вам приходится выдерживать, баланс, который вам приходится, ну, скажем так, наблюдать в этой новой реальности. И очевидно, что пока что побеждают те, кто заметен, побеждают те, кого запоминают, и побеждают те, кого пересказывают. В этой связи у меня к вам всем вопрос. В какой момент вы поняли, что вот просто делать хороший продукт уже недостаточно? Кемалбей, давайте с вас начнем. Всем селям алейкум. Саламус Ленору Ханум, что пригласили. Всегда с удовольствием. Хараденис Продакшн за организацию такого мероприятия. Это, безусловно, очень мощный культурный аспект нашего общества, данное мероприятие. Год из года я вижу, как интерес у людей повышается. Это очень здорово. В целом, то, о чем вы говорите, мне кажется, довольно-таки важно не последние пятилетия, даже не десятилетия, как будто история «Выделяйся или умри» всегда была на коньке, да? Если ты хочешь, чтобы твой продукт продавался, он был универсальным, ты должен выделиться. И сегодня мы выделяемся не только визуалом, не только рекламой, но самой идеей, которую мы продаем людям. Поэтому, как и раньше, так и сейчас очень важно вкладывать в свой продукт не только какие-то коммерческие истории, не только просчитывать его в цифре, но и просчитывать его в эмоциональном понимании и продавать эмоцию и продукт человеку, конечному потребителю. Айдербей, вы давно в бизнесе, у вас специфический бизнес, казалось бы, там, где много не покреативишь, как казалось бы на первый взгляд, и тем не менее вам это удается. Как вы выдерживаете этот баланс? Вынужденность, рынок диктует свои условия. Если раньше, к примеру, можно было просто иметь продукт, и это уже было гарантией там, успешного бизнеса, то на сегодняшний день, ввиду изменения канала коммуникации, развития цифровых технологий, просто иметь хороший продукт не является гарантией качества и не гарантией успеха твоего бизнеса. Если у тебя есть продукт, но о нем никто не знает, он может пылиться годами у тебя на складе, как бы на этом все.
Ленурбек, я так понимаю, что важно вот этими эмоциями и впечатлениями привлечь, но в любом случае качество остается главным пунктом в программе, так сказать, устойчивости и стабильности на рынке. Всем салям алейкум. Да, совершенно верно. Самое важное вот в моей специфике, ну, мне кажется, здесь у всех предпринимателей это на первом месте, но в моей специфике в строительстве, конечно, качество это на первом месте. Почему? Потому что если с домом возникают какие-то проблемы, потом первым делом приходит обратно ко мне, к тому, кто его строил. Поэтому качество у нас на первом месте. Раньше, да, правильно говорили до этого, раньше можно было просто делать качественно, сарафанное радио, о тебе все знали. Сейчас, когда очень много предпринимателей делают активно рекламные акции свои, то есть и строительство должно не отставать от этого. Поэтому мы прикладываем усилия к этому, к тому, чтобы нас большее число людей узнало и, соответственно, заказали у нас свои услуги, наши услуги. Почему? Потому что купить дом или строительство дома, это нужно иметь такой лимит доверия к человеку, а вот как раз-таки медиа, ну и реклама, она позволяет как раз-таки этот лимит доверия человеку повысить, ну то есть, чтобы человек тебя узнал. Ну, у меня сразу же вопрос, всегда ли реклама это про лимит доверия? Это всегда аванс, либо нет? Шаханум, как думаете? Реклама — это, наверное, не всегда про доверие. Это, наверное, в первую очередь еще и возможность рассказать о себе тем, кто не знает, кто мы такие и что мы из себя представляем. Это возможность сделать нашу аудиторию вовлеченной в наше оперативное поле, рассказать, что мы можем им предоставить, услышать от них обратную связь, что им интересно. Это тоже на самом деле прекрасный инструмент в плане социальных сетей. И поэтому я считаю, что реклама — это не только кредит доверия. В первую очередь это знакомство, наверное. Да? Кемалбей, как вы к рекламе относитесь? Всегда ли это про доверие, всегда ли это про вовлечение, всегда ли это про уже какой-то первоначальный успех? Мы тут недавно обсуждали, примелькаться и быть заметным, этого уже достаточно? Я считаю, что реклама в целом это не про доверие. Реклама должна тебя зацепить. Реклама может быть неким кликбейтом, который приведет клиента в твой бизнес, и уже там ты у него вызовешь доверие или не вызовешь. Основная задача рекламы – это именно воронка. Вовлечь клиента к себе в продукт. Если твой продукт физический или там не физический, без разницы. Реклама выбирает целевую аудиторию, да, и ее сужает для тебя. Но именно уже в своем продукте ты должен вызвать доверие. Поэтому реклама – это очень полезный инструмент, но точно не квинтэссенция доверия. Вот так вот. Ну, в любом случае, любой бизнес начинается с того, чтобы привлечь людей и каким-то событиям. И сегодня просто рекламы в соцсетях уже недостаточно. Мы создаем какие-то события, и это становится поводом для того, чтобы познакомить с продуктом. И, Шаханум, вы помните то самое первое событие, которое стало для вас знаковым, и с тех пор вот вы как бы перестроились на другие рельсы, и работа этноресторана «Дживаль» уже стала, скажем так, завязана вот на такого рода маркетинг и технологии. Я помню такое событие. На тот момент я не работала в Дживале, но я работала в городе Евпатория. И город у нас небольшой, и, в принципе, об этом событии стало известно очень быстро. Оно прям имело резонанс. И речь идет о благотворительном вечере, который прошел под девизом, что у благотворительности нет столиц, границ и национальностей. Этот вечер был организован в помощь 3 онкобольным деткам. О таких вещах нужно говорить, популяризируя, для того, чтобы люди знали, что так можно делать, что можно помогать благодаря своему бизнесу людям, которые в этом нуждаются. Это произвело еще особое впечатление на меня тем, что спустя несколько лет я пришла работать в Дживаль, и одна из этих девочек, которая на тот момент была участником данной помощи, организованной детям, она пришла к нам на работу. И это был вообще флешбэк просто неимоверный, когда ты видишь, что вот какое продолжение имеет то событие, которое было совершено 5 лет тому назад на тот момент.
огромное количество человек было вовлечено в этот процесс, они стали сопричастным к данному событию, и это тоже один из тех моментов, почему оно было таким резонансным, потому что внутренний маркетинг внутри команды, он часто бывает недооценен. Тому, что какую потом информацию рассказывают люди, которые работают в этом заведении, которые были сопричастны к данному событию. Они совсем иными глазами смотрят на то место, где они работают. Они видят уже плоды своего труда не просто в виде каких-то блюд, например, да, если касается ресторана, а что это заведение несет миссию большую, чем нежели просто про бизнес, про прибыль. И вот, лично для меня это, наверное, такое знаковое было событие. А вообще с этого момента начинается целый ряд событий. Практически ежегодно в Дживале проводились какие-то массовые мероприятия. Их настолько много, что я даже не уверена, что я все сейчас перечислю. Это был и самый большой чебурек, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Это был самый маленький чебурек на следующий год. На следующий год это был чебурек с желаниями. Все это было массово организовано для гостей нашего ресторана, для гостей нашего города, туристической части города. Был конкурс свадебных музыкантов в Кизлев-Долусу, который прям вот серийно проходил несколькими этапами. Он тоже был очень масштабным и был на слуху. Была презентация книги той, то есть был круглый стол для предпринимателей, который не подразумевал под собой какую-то выгоду финансовую, но он подразумевал под собой обмен опытом в первую очередь для того, чтобы завязать коммуникации между разными предпринимателями, дать возможность познакомиться, что было бы основой для дальнейших коллабораций. Возможно, кто-то чему-то научился. Мы искренне верим, что это было полезно, потому что многие потом отзывались о том, что для них это было интересно. И прям перечислять можно очень долго, заканчивая там масштабным кофе-фестом Евпатории. Да, это уже стало фишкой Кизлева, фишкой, в которой участвует целый квартал гостеприимства. Да, целый квартал гостеприимства. Айдербей, вы присутствуете очень плотно в социальных сетях и достаточно креативно реализуете свои проекты. Вы замеряли, скажем так, реакцию зрителя, покупателя на вот то, что вы делаете в социальных сетях? Вы замеряли тот профит, тот эффект, который вы получаете? То есть насколько эффективно, насколько нужно вот так вот часто, громко и креативно мелькать в социальных сетях? То есть насколько оно дает вам результат? Первое, что я хочу сказать, что в дополнение к прошлому вопросу, буквально недавно мне попалось видео одного продавца на рынке. Просто вы упомянули архаичность моего бизнеса, коим он является, да? На продавце, буквально, например, на рынке два продавца, оба продают ханум. Это рынок в Узбекистане. У одного продавца очередь, у другого нет ни одного покупателя. Единственная разница между ними была в том, что один ведет социальные сети, а другой нет. Один просто рассказывает о том, как он готовит этот ханум, из чего готовит, показывает весь этот процесс, а другой просто приносит свой продукт на рынок, встает и ждет покупателей. Да. Просто наглядный пример, и это сегодня то, что происходит. И о том, что люди покупают у людей. То есть мы говорили до этого о доверии. Доверие как раз-таки формируется через каналы коммуникации, коими являются и социальные сети на данный момент. Социальные сети сейчас занимают важную роль в этом процессе, так как старые каналы коммуникации отходят в небытие. Тот же телевидение, радио. Люди все больше и больше вовлечены в социальные сети. Я думаю, этот тренд будет продолжаться, и все больше людей и все больше времени будет проводить в них. Там в чем преимущество социальных сетей? Ты можешь напрямую выстроить коммуникацию непосредственно с человеком, да, и получить от него обратную связь. Доверие должно подтвердиться потом уже через опыт этого покупателя с твоим продуктом. То есть если ты все хорошо рассказал, презентовал, но в дальнейшем, после того, как клиент попробовал твой продукт или услугу, оказанное тебе доверие не было подтверждено, то это все получается когнитивный диссонанс, да? И вместо профита ты, наоборот, получаешь большой лосс, убыток. Поэтому это важный канал коммуникации, его надо использовать. Насчет того, как мы измеряем, есть статистики, это
уже больше к SMM, да, то есть измерение важное. Важно работать с цифрами, измерять, что работает, что не работает. Но здесь важный момент в погоне за этими цифрами соблюдать этические нормы. То есть сейчас все гонятся за трендами, хайпом, начинают копировать, там вот что-то залетело, и все начинают это одно и то же у себя делать, да. Мы, как все-таки крымские татары и мусульмане, должны любой этот тренд или хайп просеивать через сито нашего мировоззрения и все-таки исламской этики. Насколько это вообще нормально. Да? Я, к примеру, там, использование каких-то там посылов или то, что касается там, ниже пояса или каких-то эротических посылов, то, что часто используется в рекламных кампаниях, да. Или там, не знаю, сейчас последний тренд, там, когда мальчики, девочки там, танцуют, расплясывают под какие-то музыки, заставляют там официантов, продавцов, там, это чисто мое мнение, как бы заставлять там мусульманина, там, мужчину или девушку просто на камеру из-за того, что кто-то хочет хайпануть, заставлять его танцевать, или выставлять своих сотрудников там в виде клоунов. С точки зрения этики, мне кажется, это не совсем. То есть у всего должна быть какая-то грань. То есть, да, надо снимать, нужно снимать, но вопрос, как это делать и в каком русле. Следующий вопрос. Как сохранить этот баланс между перформансом, грубо говоря, да, и сервисом, перформансом и продажами? Потому что иногда увлекаются очень часто созданием перформанса, и сервис проседает периодически, сервис или качество продукта. Да, я согласен. Здесь, как я и сказал, то есть перформанс, он должен как бы сформировать это доверие, но после того, как оно было сформировано, клиент, придя уже в компанию, он должен получить подтверждение этого доверия. Кстати, вот почему и в исламе и запрещается чрезмерное расхваливание продукта или там присваивание продукту того, чего отсутствует на самом деле в него, введение клиента в заблуждение. То есть говоря о том, что в принципе не является реальностью. Саунус. Ленурбей, возвращаясь к вам, кто, если не знает, компания «Новый лист», и если следите за социальными сетями, то наверняка встречали такое явление, как мини-сериал в социальных сетях, причем, это рекламный все-таки сериал, да, и это один из способов прорекламировать свой продукт и показать себя как компанию. Зачем вам сериал? Целый сериал. Дал ли он вам профит? То есть получили ли вы фидбэк? То есть познакомили ли вы себя с потенциальными клиентами, можно сказать, да? То есть что вы получили в итоге? Это очень, очень хороший вопрос. Какие цели мы преследовали? Я сейчас поясню. Большое спасибо, кстати, Чохсагул у нас Харадинс Продакшн. Замечательно сняли. Актеры молодцы, просто выложились. У нас был огромный отзыв после этого сериала. Люди требовали продолжения, и, может быть, иншалла, если получится, мы что-нибудь опять... Это будет отдельный продукт теперь, да? Может быть, мы что-то придумаем. Да, для чего нам это было нужно? Так повелось, что строительство у нас в крови, неотъемлемая часть нашего народа, и особенно ярко это, когда возвращались с депортации крымские татары, очень ярко это было заметно, что строились все, много, но все меняется. В данное время новые технологии, есть вот как раз-таки строительные компании, которые облегчают жизнь людям. Уже не нужно самому мешать бетон, класть кирпичи, если можно нанять специализированную бригаду, да, или компанию с бригадой, которая может это сделать. Для чего нам был нужен сериал? Для того, чтобы люди поняли, что не страшно обращаться в строительную компанию. Это не так дорого, как кажется. У людей возникает вопрос: я хочу дом, да? Строить самому или идти в строительную компанию. И мы вот этот вот страх, благодаря этому сериалу, хотели преодолеть. И персонажи наши вот на протяжении всего сериала, они проходили какие-то там дебаты внутренние, да? У них там были совещания, сборы. Но по итогу они выбирают строительную компанию. С одной стороны, да, это реклама. Но с другой стороны, может быть, те люди, которые сомневаются, сейчас для себя откроют, что можно строить не самому, и тем самым облегчать себе жизнь.
То есть вы предлагаете иной взгляд на то, в чем мы, казалось бы, всегда были специалистами. Да? Ну, конечно. Кемалбей, вы в том числе управляете сетью аптек. Да? И у вас есть опыт запуска аптеки бутика, и получается, что поход за лекарствами, если уж так совсем конкретизировать, превратился совершенно в другой опыт. Да? Это не просто какая-то проблема, где нужно закупиться и уйти. Да? Это теперь еще и какой-то эмоциональный опыт, совершенно другой. Насколько часто теперь ваши клиенты хотят повторить этот опыт, учитывая специфику сферы? В целом, наверное, отвечая на этот вопрос, надо начать с того, что помимо того, что ты делаешь какой-то продукт, ты должен понять, для кого ты это делаешь. И очень важно продуктом попасть в свою целевую аудиторию. Вот как раз-таки с аптекой бутиком, именно в том месте, именно в то время, наверное, мы не попали в свою аудиторию. Потому что мы дали очень качественный, дорогой визуал на относительно социальную сферу, где человек в нынешнее время предпочитает больше низкий ценник, нежели там визуально эффектный, классный брендинг. Поэтому скорее в данном случае это было тот момент, когда креатив не оправдал себя. Но при этом это не значит, что полностью продукт, который мы вывели на рынок, был некорректен. Многие элементы, такие как открытая выкладка, да, визуально привлекательная реклама, там, большие плоскостя, они дают свой результат. Но вот именно оформление, визуальная дороговизна некую часть аудитории отпугнула. Вот исходя из предыдущих диалогов, еще хотел бы добавить, что касаемо именно клиента, что надо подбирать своего клиента. Сейчас, помимо того, что мы можем рекламироваться и формировать свой продукт просто продажи, говорить, что вот у меня есть такой продукт, мы еще можем и должны работать со своей публикой и формировать ее. К примеру, можно привести мясной бутик Алем, да. С одной стороны, базовый продукт, мясо, халяль, да, видны четкие линии, по которым будет продаваться этот продукт. Да, это начиная с людей, которые предпочитают халяль, какой-то слой, это какая-то база. Но своим качеством Алем вывел свой продукт на другой уровень, тем, что уже сертификация халяль и у других народов, и у других людей вызывает доверие, и они становятся частью этого комьюнити, которое покупает именно мясо в Алеме, потому что оно халяль. Поэтому сегодня важно понимать, кто твой клиент, и не только делать рекламу визуальную, но еще и формировать потребность у самого клиента, работать с ним непосредственно. Я так понимаю, что целью новой экономики является создание комьюнити. И я так понимаю, что ваш компьютерный клуб — это одна из историй про комьюнити. Все верно, да. Вот как раз-таки в компьютерном клубе мы открыли компьютерный клуб в Евпатории на 53 посадочных места, 3 зоны PlayStation. Это топ-1 компьютерный клуб в Крыму на сегодняшний день. И название мы открыли его под франшизой CyberX. В франшизе есть название CyberX Community. С одной стороны, это просто слово, но с другой стороны, в ходе работы мы поняли, что действительно в такой сфере, как индустрия развлечений, компьютерный клуб, формирование комьюнити мега важно, потому что ты продаешь не просто час за ПК, ты продаешь некий образ жизни, некую вовлеченность в общество. Человек приходит, он здоровается с владельцем, здоровается с ребятами, выигрывает, чувствует себя победителем. Ты продаешь некий, даже можно сказать, как не образ жизни, но некую эйфорию от присутствия в этом обществе. Поэтому я думаю, что история с формированием комьюнити — это тренд, который будет набирать обороты, который уже сегодня надо применять в своих бизнесах. Айшаханум, говоря о комьюнити, насколько эта история работает, если мы живем, по сути дела, в курортном регионе, вы работаете в курортном городе, и аудитория постоянно меняется. Какая сложность и успешность ли этой идеи, да, создания своего комьюнити в случае, когда это курортная история? В случае, когда это курортная история, конечно, здесь немножко сложнее за счет того, что Евпатория, она прям очень курортная. У нас очень короткий сам по себе курортный сезон, но мы не должны забывать о том, что у нас развивается внутренний туризм.
За последние 3 года он прям вот ощутимо набирает обороты. Возможно, это благодаря тому, что стало легче добираться между городов. И вот здесь история про комьюнити, она работает. И мы это чувствуем через соцсети таким образом, что когда мы выкладываем публикации, связанные с пропагандой культуры крымско-татарского народа, когда мы рассказываем о каких-то интересных фактах нашей истории, когда мы рассказываем о каких-то уникальных рецептах, либо просто показываем, это вообще для меня загадка, вот мы выкладываем чебурек, все, он набирает там глобальное количество просмотров, лайков, видимо, душу греет вот это блюдо, которое с детства нам всем знакомо, понятно и является визитной карточкой крымско-татарской кухни. Это один из маркеров того, что важно быть сообществом, быть причастным к сообществу, которое формируется и за счет соцсетей в том числе. Поэтому, когда речь идет о внутреннем туризме, я считаю, что да. Здесь вот этот момент с организацией сообщества, он работает. А если говорить о внешних туристах, которые приезжают к нам с материка, здесь все немножечко сложнее. Здесь нужно работать вот прямо с ними на месте, здесь и сейчас, пока он стоит у двери ресторана, потому что не всегда гости даже понимают, что это ресторан. И это, кстати, вот к тому, что когда мы поняли, что не все нас знают. Нам казалось в какой-то момент, что все знают про Дживали, он уже больше 10 лет работает как ресторан. И когда непосредственно в общении с гостями мы стали слышать, что «ой, а мы и не знали», мы поняли, что нам нужно начинать работать на популяризацию нашего заведения. И уже через эту популяризацию рассказывать об этнике, рассказывать о наших интересных рецептах, о каких-то фишечках, именно связанных с культурой крымских татар. Ну и здесь, наверное, то, что про комьюнити касаемо именно внешнего туризма, но здесь и внутренний туризм в том числе, это вот как раз-таки тот кофе-фест, о котором я упомянула в начале. Здесь стояла задача, с одной стороны, растянуть курортный сезон, увести его в сентябрь, в осень, и поэтому было принято решение, что каждые вторые выходные сентября будет проходить кофе-фест. Закрутить машину по организации этого глобального мероприятия получилось только благодаря авторитету Якубовой Диляры Ханум, потому что здесь без помощи администрации города вряд ли получилось бы что-то сделать, потому что, во-первых, это масштабно, во-вторых, это еще и финансово очень затратно, здесь однозначно нужна была их поддержка. И это тот вариант, когда стали популяризировать себя мастера нашего крымско-татарского народа через представленность на данном фестивале. И это еще и площадка была. Да, это была еще площадка, и это было очень важно. И здесь они тоже являются частью комьюнити. Они смогли рассказать о себе, что вот мы есть. Помимо того, что здесь была заложена такая формула бизнеса, заработать всем, кто в этом участвует, здесь еще и была составляющая вот этой коммуникации. Сработало? Сработало однозначно, поэтому повторилась история. И состоялся второй кофе-фест, и мы надеемся, что это будет ежегодная история, и теперь это уже будет каждый год. Всех ждем в Евпатории. Теперь это фирменный знак, скажем так, в Евпатории, да, кофе-фест и Евпатория Кезлев. И кофе-фест — это теперь почти одно созвучие. Айдарбей, в вашем случае сеть мясных бутиков, это продукт, да, и он, наверное, сложно его считать, каким-то... За ним всегда придут, скажем так, да? Поэтому мы редко себе отказываем в этом продукте. Поэтому нужно ли тратиться на эти перформансы, на эти съемки и так далее, когда к вам всегда придут, тем более вы сертифицированы, у вас есть сертификат халяль и так далее, и так далее. То есть стоит ли игра свеч, что называется? Однозначно стоит и нужно. Я даже больше скажу. Те компании, которые не будут использовать современные каналы коммуникации с своей аудиторией, скорее всего, они не выживут. Даже вот так мы поставим вопрос. Важно также использовать свой персонал. Да, вот часто используем своих сотрудников. Да, вот вы, наверное, видите их в роликах. Да. Почему? Потому что создается эмоциональная связь.
Узнаваемость в первую Да. очередь. Да. И эмоциональная связь между нашей аудиторией и непосредственно нашими сотрудниками, которых они видят, посещая наши торговые точки. Но здесь как бы кроется, как бы у медали две стороны. Есть еще такая проблема, что если вдруг у тебя появится какая-то такая звезда, да, звезда твоего контента, в один определенный момент она может сказать тебе «до свидания», и ты потеряешь как своего главного актера, так Звезду. и, возможно, да, звезду и, возможно, даже часть своих покупателей, которые он может как бы увести с собой. Да? Поэтому здесь важно не акцентироваться на ком-то конкретном, да, привлекать к участию возможности больше людей. Сам собственник должен участвовать в создании этого контента. Саунус. Эльнурбей, ну, вы сравнительно недавно, вот по крайней мере так ярко на, скажем так, на площадке, бизнесовой площадке в Крыму, и сегодня вы в вашей нише, строительной нише, в которой, ну, в общем-то, это не один проект, то есть строительная компания «Новый лист» не единственная в этой сфере. Вы сегодня конкурируете со своими оппонентами, если можно так сказать, да, за деньги, за внимание, за доверие. За что вы конкурируете? Вот сколько рассуждали, да, все равно возвращаемся к доверию. Можно сказать, что мы не прям конкурируем, да. Ну, эту конкуренцию никто не отменял, потому что строительный рынок — это тоже рынок. То есть покупатель, он пройдет везде, посмотрит, выберет там, где ему ближе по душе, где ему больше расскажут про услуги, доходчивее. Поэтому, ну, если отвечать прямо на вопрос, да, мы конкурируем за доверие. Ну, то есть мы создали воронку, мы привели клиента, и дальше уже включается способность его обработать. То есть правильно донести ему наш продукт, как мы это делаем, какой у нас подход. А подход, он виден сразу. Вот. И каждая строительная компания, да, она отличается вот своим подходом. Наш, как показала практика, он работает. Я же говорю, почему мы буквально недавно, да, стали так ярко светиться в СМИ, потому что сейчас уже время поменялось. И просто вот как раньше передать с уст в уста, там сарафанное радио, оно уже так сильно не работает. Хотя по рекомендации к нам очень много кто приходит, и это как раз-таки показатель того, что то доверие, которое нам было оказано, оно Сработало. сработало. Прекрасно. Кемалбей, вот опираясь на ваш опыт участия в разного рода проектах, можете ли вы сказать вот однозначно, что сейчас дороже? Вы придумать, построить какой-то, выстроить какую-то идею или же ну, стартануть просто с новым проектом? Идею креативную, я имею в виду, как себя представить? Знаете, придумать идею очень важно, но реализовать идею, возможно, даже еще важнее, потому что идей в головах куча, и ты можешь думать, что вот же оно золотое дно, я все придумал, и это просто выстрелит, а когда дойдет до дела все, а ты ничего не смог. Поэтому нельзя рассматривать одно без другого. Должна быть и качественная, проработанная, универсальная идея, и готовность эту идею от и до реализовать. Поэтому должен быть баланс в этих двух ипостасях успеха. Айша Ханум, риски креатива. Можно накреативить многое, но какие риски? То есть всегда ли это про успех? У креатива однозначно есть риски. Креатив, он как бизнес-инструмент имеет свои метрики. Он должен приносить выгоду бизнесу, либо материальную, либо репутационную. Он должен укладываться в определенные рамки. Это сроки, это бюджет и однозначно концепция. Ну, если мы говорим о ресторанном бизнесе, да и в принципе о любом бизнесе, у него есть концепция. И если креатив начинает ей противоречить, то расшатывается понимание того, что мы из себя представляем, кто мы такие и что мы можем дать нашим потенциальным потребителям, гостям, клиентам. И вот в этом есть один из рисков. Второй риск — это когда вот прям сильно увлекаясь креативом и забывая о том, что он в первую очередь должен быть бизнес-инструментом, креатив превращается в самоцель, просто в самовыражение. И здесь можно не просто потерять те деньги, которые были выделены на креатив, но и получить, например, негативную реакцию, если
ну вот то, о чем говорил Айдербей, да, например, мы в погоне за какой-то вирусной волной можем Трендовой наломать дров, истории, да. да, можем наломать дров, которая негативно в дальнейшем скажется на бизнесе. И в первую очередь на имидже, а в дальнейшем уже пострадает бизнес. То есть здесь не должна быть никакая агрессивная, ни в коем случае составляющая. Здесь однозначно не должно быть противоречий нормам морали. И в целом креатив, он должен быть гармоничным с теми целями, которые стоят перед конкретным бизнесом. Тогда, ну, будет безопасно. Сагунус, ну у меня финальный вопрос к вам ко всем. Как будет, по вашему мнению, выглядеть бизнес через 5 лет? И будет ли он просто креативной платформой? Или же все-таки мы будем стремиться к качественному продукту? То есть удастся ли нам, учитывая вирусность, трендовость в социальных сетях, сохранить этот баланс? Куда движется, так сказать, наш бизнесовый корабль, по вашему мнению? Ну, мне кажется, что качество оказания услуг, оно останется, опять же, первоочередным, да, но вот эта вот гонка СМИ, она продолжится, никуда мы от этого не денемся. Человек в последнее время любит глазами, и ему нужно все доходчиво преподносить. Так что гонка СМИ останется, я считаю. Айдербей, как вы думаете? Айша Ханум? Да, хочу также подтвердить, что креатив, мы говорим про креатив, но креатив не должен быть, да, действительно ради креатива. То есть креатив, он должен каким-то целям служить. Это первое. Второе. Касаемо рынка, то, как он будет развиваться, я вижу все-таки на смещение каналов коммуникации в сторону социальных сетей и перехода именно внимания аудитории именно в эти сферы. Да? С чем это связано? В первую очередь с изменением экономической ситуации в общем, как глобально, так и в стране, с падением реальных доходов населения и с тем, что люди проводят больше досуг именно там. Потому что, например, досуг, отдых, отвлечение вне социальных сетей, там, походы в кинотеатр, рестораны, куда-то в парке, это все становится дорого, это все деньги, а здесь бесплатно. Бесплатный развлекательный контент, какой-то познавательный контент, еще какой-то контент, это все бесплатно, а людям надо как-то отвлекаться там, на работе, в транспорте, дома и так далее и тому подобное. Поэтому люди все больше будут проводить времени в этих социальных сетях. Я имею в виду большая часть населения и глобально, если мы берем, то тренд будет в это. И поэтому важно именно для каждого бизнеса уже сегодня присутствовать в социальных сетях, развивать социальные сети и максимально доносить свою ценность своего продукта, идеи свои, выстроить свое позиционирование и коммуникацию со своей аудиторией. Сагунус, Айша Ханум. Продукт должен быть интересным, обязательно. То есть проявление интереса – это возможность в дальнейшем рассказать о полезности продукта. Конечно, если сам по себе продукт не будет качественным, если он не будет приносить пользу потребителю, то это история хайпа однодневки. Если бизнес настроен работать в долгую, то однозначно он должен бороться за свое качество, несмотря на то, какой бы сложной ни оставалась экономическая, не становилась экономическая ситуация. Здесь нельзя в угоду какой-то сиюминутной прибыли отступать от своих принципов, нужно бороться за качество до последнего. И тогда через интерес мы сможем не только привлечь, но и удержать наших гостей, наших клиентов. Удержание обходится гораздо дешевле и проще, нежели привлечение. И поэтому здесь сложно разделить интерес и полезность. Я думаю, что они работают и в одну, и в другую сторону, эти оба фактора. Они оба важны. Сагунус, Кемалбей. В ближайшие 5 лет бизнес изменится, и этому очень сильно поспособствует искусственный интеллект, который сегодня уже массово внедряется во все ипостаси бизнеса и соцсети в том числе. Вполне возможно, что в течение 5 лет клиенту будет тяжело различать оригинальный контент в Инстаграме и тот, который сделан искусственно, и это будет неким способом влиять на выбор его. И, возможно, некие каналы коммуникации обратно откатятся туда, что ему будет проще и понятнее прийти по факту увидеть. Но что это значит?
надо держать руку на пульсе, и все бизнесмены, все предприниматели, которые хотят выжить в нынешнем рынке, должны нововведения не отторгать, а пользоваться ими. Поэтому следите за нововведениями, используйте максимально все, что вы можете использовать, разные каналы продаж, разные каналы улучшения своего бизнеса, и будьте на волне, тогда все будет хорошо. Çok sağ olun, çok sağ olun Шейх Ханум Айдер Бей, Ленур Бей и Кемал Бей за эту дискуссию. Безусловно, мы только наметили какие-то важные тезисы в этой теме.